Доброе утро, якутяне! Сегодня лесники Республики Саха-Якутия отмечают профессиональный праздник День лесного хозяйства Российской Федерации. Вчера прошло всероссийское совещание работников лесного хозяйства под руководством Козлова Александра Александровича и Советникова Ивана Васильевича, где были обозначены задачи на текущую перспективу. Сегодня лесники Республики Саха-Якутия собрались возле исторического музея «История моя Россия», чтобы подвести итоги и поздравить всех наших коллег, которые в буквальном смысле вышли из леса, из тайги. Сегодня здесь собираются все бойцы лесопожарных формирований Республики Саха-Якутия. Это бойцы авиалесохраны, парашютисты-десантники, это ребята Якутлесресурса, это наши бульдозеристы, машинисты и водители. Здесь находятся лесничие. И мы сегодня хотим общественности республики показать часть той техники, которая прибыла в Якутию, уже работает третий год в рамках национального проекта «Экология». Это разнообразная техника, начиная от колесной техники, квадроциклами и тяжелой техникой, которая прокладывает у нас минеральные полосы. В этом году при поддержке Арсения Сергеевича мы получили специализированную технику из мат-резерва Российской Федерации. Техника отгружена и прибывает в Республику Саха-Якутия. Кроме того, Дальневосточный федеральный округ под руководством Юрия Петровича Трутнева приняли решение выделить отдельное финансирование порядка 150 миллионов на закупку гусеничной техники типа ДТ-75, который очень эффективно показывает в наших условиях, в условиях восточно-сибирской мерзлоты наших таежных лесов. Здесь только часть техники. Техника в основном специализируется на ПХС в районах, филиалах. И сейчас будем готовить консервации для подготовки к следующему лесопожарному сезону. Все бойцы лесопожарных формирований, это бойцы авиалесохраны, Якутлесресурса, достойно выстояли лесопожарный сезон. Все стояли у кромки огня, не было ни одного отказника. Все потушенные пожары были обслужены нашими руководителями тушения лесных пожаров, лесничими, также опытными летчиками-наблюдателями. С критикой, которая была в социальных сетях, в интернете, я не соглашаюсь и не буду соглашаться, потому что у нас очень большой сплоченный коллектив, который выстоял этот самый тяжелый лесопожарный сезон, боролся с огненной стихией на переднем плане. Защитили населенные пункты и зеленые леса Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Существенную помощь нам, конечно, оказали мобилизованный добровольческий штаб, который в самый тяжелый момент подставил нам плечо, помогли материальными ресурсами, мобилизованными. Им большая благодарность. Отдельные слова благодарности главам дослегов, главам районов, руководителям оперативных штабов, которые в сложнейший период мобилизовали все силы и средства и помогли профессиональным работникам лесного хозяйства выстоять в тяжелейшей борьбе. Отдельно слова благодарности Садовникову Дмитрию Дмитриевичу, заместителю руководителя оперативного штаба, Николаю Арсению Сергеевичу Илдархану, который лично координировал и руководил работой оперативного штаба. Существенную помощь нам оказали ПДПС Федеральных сил и средств, которых координировал Советников Иван Васильевич, Агафонов Александр Викторович. Это наши старшие руководители федерального уровня, которые в ежедневном режиме, ежечасно помогали нам, координировали федеральные силы и средства. Особые слова благодарности Зиничеву Евгению, министру МЧС, геройски погибшему, который в течение лесопожарного сезона мобилизовал все силы и средства МЧС России, Гарину Павлу Сергеевичу, который тоже очень серьезно нам помог в защите населенных пунктов. Дорогие работники лесного хозяйства Республики Саха-Якутия, уважаемые ветераны, уважаемая Варвара Михайловна, Сарглана Поликарповна, Владимир Сергеевич, Вячеслав Степанович и другие наши ветераны, сердечно поздравляю вас всех с Днем лесного хозяйства. Благодарю за ваш вклад, за ваши добрые советы. А всем ребятам, лесникам пожелаю крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Успехов всем! Миланович, вот можно показать вот техника, да, я сразу увидел вот вашу гордость, да. Вот ЧТЗ,
трактор, да, он помогает при прокладке минерализованных полос, и самое главное, они идут в комплекте вот с тралами. Без тралов мы маневрировать не можем, поэтому тралы очень важны. Это самая основная большая техника. Кроме того, есть малые трактора, ну, сейчас их не видно, они тоже очень эффективно себя показывают. А вот сейчас вот кухня стоит. Я смотрю, там разгружается у нас, я так понимаю. Это квадроциклы и соколы. Они помогают тоже отрабатывать кромки. У нас кромки многокилометровые, не километр, там десятки километров. И по ним как раз идет развоз работников, питание, шансовые инструменты. Это емкость, это не кухня, чтобы подвозить в кромку воду. Это вот когда была ситуация, когда Сунтарцев, я забыл, Магарасов, когда не было воды рядом, 4 часа туда я... Подводили вот именно на такой малой технике. Она очень эффективна, потому что у нас же дорог нету, только проселочные дороги. Ага. И вот это позволяет, она легкая, ее можно даже на мотоцикле или нет? На мотоцикле не потянет, а вот сокол как раз потянет. Вот Соколаковская. И вот ребята вот ДБР, они тушили особо охраняемые территории, они пожар обслужили благодаря вот наличию вот такой техники. Потому что в условиях бездорожья, там дорог-то нет на море, она только проходит. Будет еще новая техника, вот такая? Такую технику номенклатуру мы включили и, конечно, будем покупать ежегодно. А вот самое интересное, что вот именно тяжелая техника, которая позволяет работать в пожарах. Это КамАЗ-вахтовки, которые мы покупаем в рамках национального проекта, позволяет маневрировать силами и средствами. То есть десантников мы через самолет, вертолет высадили, а забираем их наземным путем, преимущественно они выходят к точкам доступа, где есть какие-то проселочные дороги, и собираем. Это в целях экономии вертолета часов. Ну и позволяет вот, высокопроходимая техника разводить мобилизованных, добровольцев. Это очень хорошая техника. Владимир Сергеевич подошел, заслуженный лесовод Российской Федерации, главный лесничий. Вот главный герой сегодняшнего дня. Очень трудно себя ведут, конечно. Еще раз с праздником наступающим. Вот Константин Масалов, заместитель авиалесохрана, человек, который координировал воздушный флот. У нас в этом году работало очень большое количество воздушного флота. Это малые самолеты, Тундра, Сесна, Ан-2, Ан-3, Ми-8 различных модификаций. Конечно, мы очень болеем за МТВшки, потому что они позволяют нам и бутер грузить, и ребят перебрасывать, а простые восьмерки, они слабоваты, да? И вот Константин как раз координирует воздушную работу нашу, очень серьезная работа, очень серьезное направление. А МТВшки это что? Это тип Ми-8, а более мощный. И вот сегодня пожарные, лесоохраны, да, я так скажу, да, может быть, неправильно. А вот эти машины, которые непосредственно участвуют в пожарах и тушат, это вот такие или еще мощнее? Это вот малые комплексы, они тоже технику применяют руководители тушения лесными пожарами, смотря от тактики. Пожару рознь. Они разные пожары. Есть масштабные, есть локальные, маленькие, большие, верховые, низовые. И РТП, руководитель тушения лесным пожаром, как раз определяет тип техники, тип воздушных судов, который надо применить на тушение конкретного пожара. И вот это вот у нас, это она из новых или из старых? Да, это мы покупаем по национальному проекту, тоже себя хорошо зарекомендовали, ну, для обслуживания небольших пожаров. Сегодня. Вот стоят ребята, самые главные виновники сегодняшнего дня. Вот эти ребята вышли только из тайги, отработали весь сезон с мая месяца по вот половину сентября. Это настоящие герои. Про них, к сожалению, мало кто говорил. Эти ребята безотказно отработали весь лесопожарный сезон. Вот их надо показывать, про них рассказывать. Это настоящие герои. Вот ребята, вот горный луж стоит. Самый тяжелейший участок был у них в этом году. Ну, достойно отработали. Ребята, спасибо.
Так, сделайте Ну, вот так. обязательно автобус для перевозки тоже десантников, парашютистов, работников. Куда? Коля! А вот это незаменимая техника, трактор. Ну, это самый популярный вид техники, потому что он классику, вот, Сергей Григорьевич подсказывает, потому что Беларусь есть в каждом селе. И мы обращаемся к главам поселений, главам сельхозпредприятий и моделизуем вот такую технику. Незаменимый Беларусь. Давайте еще покажем и уже займетесь непосредственно мероприятием. А вот эта вот техника, это что такое? Вот это? Урал, Урал. с манипулятором тоже очень здорово помогает поднимать тяжести, грузить ГСМ и так далее. И вот дальше у нас это вот водовозки, немного о них. Это, наверное, те, которые являлись одним из оплотов, да, воды, или как правильно? Да, правильно сказали. Это как раз для подвоза воды. У нас особенность республиканских таежных площадей — отсутствие воды. Вода там, где есть реки, где ручьи, в основном водных объектов нет и приводится подвозить за многие километры, чтобы наполнить ранцевые огнетушители. Сергей Николаевич, давайте на фоне вот людей еще раз поздравим наших заслуженных людей. Все-таки, честно говоря, пожары-то у нас еще будут, и мы должны быть готовы к Они ним. были и будут. История якутского лесничества республиканского имеет уже историю более 80 лет. Вся статистика, она доказывает и показывает, что пожары всегда были, обслуживались и тушились системами лесопожарных формирований Республики Саха-Якутия. Это молодые лесопожарные. А до нас еще работали в течение 80 лет. Константин Аникин создал систему лесопожарных формирований лесничеств Республики Саха-Якутия. С тех пор работает. А можно организоваться и фото на память для телеканала Округ ТВ. Спартак, Мулаштара Хамандала. Вот прямой эфир. Эфир прямой, да? Прямой. Коллеги, давайте построимся все в одну шеренгу. Может это? Поздравляю, ура, ура. Нет? Ура! 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 Спасибо.